Готовы вы? Вы готовы? Напомните мне, пожалуйста, начнем опять с напоминаний. Мы заявили на 23-й год определенный девиз или определенный лозунг. Напомните мне, пожалуйста, что это за девиз? Чудеса Божьи, год свершений, да? Мы говорили о том, что это будет год свершений для всех нас. И я даже говорил о том, что нам необходимо сделать для того, чтобы эти свершения произошли. Напомните, что надо делать? Недолго, можно как-то короче? Ты мне по-русски говори, а то я все языки мира сразу не могу переводить. Мы говорили о том, что с нас сегодня, от нас необходимо, или с нас Бог ждет, что мы будем искать Его, Он будет говорить нам свои слова, которые мы будем исполнять, и чудеса придут и не замедлят. 3 пункта всего лишь. Я думаю, это очень легко запомнить, тем более каждое воскресное собрание я буду об этом говорить. Если я не буду об этом говорить, Биби, ты напоминай мне, хорошо? А то я балаболом буду выглядеть. Сегодня у нас есть место Писания в эту тему. Итак, послание Иакова, чуть не сказал, послание Евангелия от Иоанна это вообще. 15 глава, это центральное Писание, которое связано с чудесами Божьими. Кто из вас когда-либо читал 15 главу Евангелия от Иоанна? Большинство. Вот если вы будете честны сами с собой, со мной, если вы не первый год верующие, вы все практически читали это Евангелие. Может быть, не обращали внимания на это место, может быть, обращали, но сегодня я хочу, чтобы все, что мы будем говорить, оно было построено на том, что здесь Иисус говорил. Это центр нашей сегодняшней проповеди. Итак, Иоанна 15 глава с 1 стиха. Иисус говорит такие слова: «Я, Иисус, истинная виноградная лоза, Отец мой небесный, виноградарь». Я немножко добавляю, чтобы было расширенный такой перевод. «Он срезает на мне каждую ветвь, не приносящую плода, а ветви, на которых есть плод, Он очищает, чтобы они еще больше плодоносили. Вы уже очищены благодаря слову, которое я вам говорил. Будьте во мне, я буду в вас. Ветвь сама по себе плодов приносить не может, если не будет на лозе. Вы тоже не сможете приносить плод, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто находится во мне, а я в нем, приносит много плода. Без меня вы не можете делать ничего. Кто не пребывает во мне, тот подобен ветке, что выброшена вон и засыхает. Такие ветки подбирают, бросают в огонь, и они сгорают. Если вы будете во мне, и если мои слова будут в вас, то все, о чем бы вы ни попросили, получите. Если вы будете приносить богатый урожай, и если вы будете моими учениками, то мой Отец будет прославлен». Давай здесь останемся. У нас и нет, да, там 9 стиха все равно нет. Ну да. 7-8 стих. Знаете, вот я когда-то давно был учеником библейской школы. Такая безбашенная христианская молодежь, 20 человек, и нам очень нравилась выборка из этого Писания. И особенно нравилась вот эта фраза, которую Иисус сказал. Здесь сказано: даже не если вы будете во мне, если слова мои будут в вас, а именно вот после 2 запятой нам это очень сильно нравилось. О чем бы вы ни попросили, получите. Знаете, слава Богу, я был молодой, безбашенный в каком-то смысле, по-хорошему, в каком-то смысле совсем странный был немножечко. Это время прошло. Я научился читать Писание в контексте. Я научился читать фразы Иисуса Христа от и до, не вырывая из контекста вещи, которые мне нравятся. Но хочу сказать, что часть церкви, она как будто бы так и осталась вот этой вот младенческой, безбашенной, такой совершенно не догоняющей, что есть вещи, которые говорятся только с условием. И вот здесь он говорит: вы получите все, что вы не попросили бы, если вы будете пребывать во мне. Но мы к этому сейчас вернемся. Я хочу вам задать вопрос. О чем вообще здесь идет речь? О ком здесь Иисус говорит? Давайте, да, здесь есть несколько персонажей. Кто здесь есть? Какие персонажи? Отец – это виноградарь, тот, кто является хозяином всего виноградника. Это тот, кто насадил этот виноградник, тот, кто ожидает плодов от этого виноградника, тот, кто наблюдает за этим виноградником. Лоза – это кто? Это Иисус.
Иисус это лоза, и еще персонаж это ветви. Причем ветви тоже делятся на два персонажа. Это отрицательные персонажи и положительные персонажи. Здесь есть ветки сухие, которые должны быть отрезаны, выкинуты в огонь. И есть ветки зеленые, которые пребывают на лозе и которые должны... Коричневые, зеленые, неважно, это те, которые должны принести урожай. Итак, здесь есть несколько персонажей. Я хочу, чтобы мы посмотрели сегодня на некоторые вещи, которым я хочу, чтобы мы научились из этого места Писания. Первое, самое главное, это вопрос многих поколений христиан. Люди задаются вопросом, а почему часть верующих, почему часть христиан, которых Иисус призвал, которые когда-то радовались, улыбались, счастливо ходили в церковь, потом становятся совершенно далекими от Бога? Почему? Многие люди задаются вопросом, почему есть такая категория людей, которая вроде бы они были призваны, но в какой-то момент эти люди отпадают от Царства Божьего, отпадают от Бога. Нет, в своей голове, конечно же, я уверен, многие из них, они думают так, ну и что я никуда не хожу? Ну и что я живу с какой-то посторонней теткой, с которой я не расписан? Ну и что я курю кальян по вечерам? Ну и что я порнушку там смотрю на своем айпэде? Ничего страшного, я же все еще продолжаю быть человеком Божьим. Я же все еще продолжаю быть любимым Христом, человеком Божьим. Этот человек чаще всего в таком состоянии, он не отображает, что с ним что-то произошло, и он отсох или он высох для Царства Божьего. Потому что все, чем он живет сегодня, оно никак не пересекается с Царством Божьим. И фактически с ним случилось то, что здесь написано, что эта ветка засохшая, которая была отрезана, выброшена и сожжена. Это бесполезные ветви, которые когда-то были призваны. Это не про нас, слава Богу. Про нас там другая история. Про те самые ветви, о которых Бог говорит, что это зеленые ветви, которые должны плодоносить. Скажи, Бог, я благодарю Тебя за то, что я буду плодоносить. Вот я хочу, чтобы мы одной вещи научились, как зеленые ветви. Что первое, самое главное, что мы должны отобразить в своей голове. Верни нас, пожалуйста, в первые стихи. Здесь написано так, что ветви, на которых есть плод, он очищает, чтобы они еще больше плодоносили. У нас сегодня день смс-ок. Ответьте, а то сейчас в телегу, в WhatsApp начнут присылать. Ответьте, ребят, пожалуйста, кому там это приходит, все сообщения. Здесь написано про ветки плодоносящие, что это нормальное явление, что когда ты плодоносишь, когда ты плодоносишь, это нормальное явление, что Бог тебя очищает. Знаете, это нормальное явление, когда в нашей жизни происходят всякие ситуации, когда я делаю правильное решение, правильный выбор в пользу Слова Божьего, в пользу Бога, мне трудно, мне плохо, мне охота на всех обидеться. Это трудные ситуации, через которые мы проходим, определенные уроки берем оттуда, и мы меняемся. Согласитесь, через трудные ситуации, например, в 22 году, когда было трудно, когда было, может быть, что-то невыносимо в нашей семье, когда какие-то трудные финансовые обстоятельства, ситуации были. Может быть, тебя дьявол толкал на какие-то дурацкие решения, но ты делал правильные решения, ты делал выбор следовать за Христом, что бы тебе это ни стоило, и потом ты видишь, ты что-то преодолевал, ты как будто бы становился раз за разом после этих решений другим человеком. Вот эти все испытания, трудности, какие-то, может быть, потрясения, я хочу вас попросить, пожалуйста, не бойтесь, потому что иногда за всеми этими потрясениями, за частью этих потрясений точно, стоит Господь. Потому что именно через потрясения происходит какой-то процесс невидимый внутри нас, процесс изменения, очищения, когда мы в трудные ситуации, когда на нас все давит, когда обстоятельства, ситуации, жизненные какие-то истории, они начинают давить на нас, и мы выбираем правильное. В этот самый момент внутри нас что-то меняется, и мы становимся другими людьми. Я хочу, чтобы ты сразу решил для себя, это нормально, когда я прохожу испытания, потому что это возможность мне меняться и мне становиться веткой более чистой. Знаете,
Когда мы посмотрим, если кто-то, может быть, видел виноградник, как он выглядит? Это, знаете, вот эти вот шпалеры. Шпалеры, знаете, что такое? Шпалеры такие столбики бетонные, которые стоят примерно там в несколько метров друг от друга. И между ними натянута либо веревка, либо стальная проволока. И лоза, она поднимается с земли. Это не коммерческий виноградник. Виноградник он такой. Мы просто привыкли, что у нас виноградник, это, знаете, вот такая ободок, беседка над головой. Жалко, зимой, да, его нет, чтобы это от снега хранил. Но на самом деле виноградник это не беседка, друзья. Когда мы говорим про виноградник, это лоза, которая находится в земле, и ветви, которые идут от лозы, они тянутся по этой шпалере. Шпалера. Да. Ну, те, кто занимается виноградарством, поймут меня. Они тянутся, эти ветви, по этим натянутым веревкам, по этим натянутым стальным проволокам, да. Спасибо, прутьям, проволокам, помогаете. И вот знаете, когда ветвь должна плодоносить, вещи ненужные, которые потребляют излишнее количество жизни, энергии, сока, они должны быть отрезаны. Вот весь Божий процесс, который связан сегодня с нами, Бог знает, что я призван плодоносить, как ветка. Я призван приносить плод, как ветка. Поэтому Бог обрезает в моей жизни какие-то вещи, и иногда это не очень приятно. Но это те самые вещи, которые будут тратить мою жизненную энергию, которые будут тратить силы мои, которые будут тратить меня на что-то другое, вместо того, чтобы приносить плод. Поэтому, когда через, может быть, трудные обстоятельства, ситуации, Бог что-то обрезает в твоей жизни, скажи: Боже, спасибо тебе за то, что взял деньгами. За то, что я прошел эти трудности, я вижу, я стал другим человеком. Друзья, здесь очень классно Иисус вот показывает в этой притче, Он очень классно показывает процесс, который происходит сегодня с каждым из нас. Бог призывает нас, чтобы мы приносили плод. И что самое интересное, плод – это та вещь, которую Он производит. Потому что там написано, что я как ветка, я нахожусь на чем? На лозе. И все, что мне нужно делать, это питаться от лозы. И есть вещи, которые от меня не зависят. Они просто сами происходят. И здесь урожай – это как Божьи чудеса, это совершение разных Божьих вещей. Это те вещи, которые не я произвожу. Согласитесь, здесь написано, что плоды – это не то, что сама ветка производит. Плоды – это то, что производит фактически лоза. Это то, что приходит не от ветви. Что нужно делать ветви для того, чтобы происходили или приходили эти плоды? Друзья, здесь написано. Здесь написано пребывать на лозе. И вот знаете, что самое интересное, когда мы говорим о чудесах, когда мы говорим о свершениях Божьих, все эти чудеса придут и не замедлят. Все, что мне нужно делать, продолжать пребывать на лозе. Я расскажу сегодня как, Алина. Рассказал бы как. Всего лишь мы 3 минуты как начали говорить об этом. 4,5. Скажи сейчас своему соседу: плод не от тебя. Плод это то, что рождает лоза. Это заложено в ДНК лозы. Плод это не ветвь сама по себе производит. Плоды, знаете, вот плоды, о которых мы говорим сегодня, это различные свершения обетований. Это когда ты увидишь что-то невероятное со своей семьей. Это когда ты увидишь какой-то невероятный финансовый прорыв. Это когда ты увидишь какие-то невероятные свершения, связанные с твоей эмоциональной жизнью или физическим твоим состоянием. Это перемены, категорические перемены в твоей жизни, которые ты сам не мог произвести. Плод – это спасенные люди вокруг тебя, это умноженное Царство Божие, это растущая церковь, цветущая растущая церковь. Это все плод. Но это не от тебя. От тебя это каждый день пребывать на лозе. Знаете, я посмотрел греческое значение слова «пребывать». Как вы думаете, как оно переводится с греческого языка? Или, какое значение имеет? Есть варианты? Быть, знаете, там есть такое понимание, это быть постоянно или жить на этом. Вот пребывать на Иисусе Христе,
Это не просто прийти в воскресенье и послушать хорошего проповедника. Это не просто быть подписанным на какой-то прикольный христианский канал, где есть модный проповедник, которого слушают все сегодня. Ну, есть, да, вот, такие тенденции. Люди думают, что пребывать в Иисусе Христе – это просто иногда говорить какие-то христианские слова. Или, например, t-shirt надеть с чем? По-американски, нет, по-американски. God is good. Или, Дань, какую ты мне хотел привезти футболку? Не, это не тот вариант. Jesus is King, да? Классная тема, но это не пребывать в Иисусе Христе. Пребывать в Иисусе Христе – это что-то другое. Пребывать – это питать свою душу. Пребывать – это питать свое сердце постоянно словами Иисуса Христа. Здесь Иисус сам расшифровывает, что значит пребывать на лозе. Он говорит, если слова мои в вас пребудут. Если вы пребудете в словах моих, и слова мои в вас пребудут. Покажи, пожалуйста, этот отрывок Писания. Пребывать в Иисусе Христе, друзья, это не просто выучить христианскую молитву. Пребывать в Иисусе Христе, это не просто говорить правильные слова. Пребывать в Иисусе Христе, это знать Слово Божие, поступать соответственно Слову Божьего. Это жить соответственно Слову Божьего каждый Божий день. Знаете, что такое пребывать на лозе? Это когда ты утром просыпаешься, а у тебя, например, ты проснулся, вот как я прошлую проповедь говорил, мне кажется, это была самая лучшая проповедь 23-го года. Да, потому что она была единственная. Как я в прошлый раз говорил, ты утром просыпаешься, а у тебя отношения с женой как кошка с собакой. Вы уже ругаетесь на протяжении последних долгого времени. И знаете, что такое пребывать на лозе? Пребывать на лозе – это когда ты утром просыпаешься, и ты открываешь, ты, например, мужчина, ты открываешь слово «муж», «мужчина», и ты смотришь, что Иисус от тебя ожидает по отношению к твоей женщине. Ты смотришь, как там написано, что сказано про тебя. Ага, вот там написано, Иисус сказал так: утром проснулся, и вдруг твоя жена тебе не сварила кофе с молоком, тогда скажи о том, что она коза последняя. Но так не написано, друзья. Знаете, многие хотели бы, чтобы так было написано, но написано по-другому. Там написано: мужья, любите своих жен. Любите своих жен. Это поступки, которые ты делаешь с раннего утра. Друзья, знаете, что такое пребывать в Иисусе Христе? Например, я ребенок, я живу со своими родителями. И Писание меня учит, чтобы я определенным образом относился к родителям. Пребывать в Иисусе Христе – это когда я утром просыпаюсь, ищу все, что написано о детях и об отношениях с родителями. И там написано почитать, уважать, ценить. И я просто это делаю. Это пребывать на лозе. Например, я иду на работу в 8 утра, и я знаю, что это моя любимая работа, где я зарабатываю много денег, но очень важно еще внутри своего сердца отображать. Я прихожу, там есть начальник, и я пребываю в Иисусе Христе, то есть в Его словах. Он сказал какие-то слова о начальнике. Библия говорит, чтобы я уважал своего начальника, почитал своего начальника, не злословил своего начальника, чтобы я за него молился, чтобы я его постоянно благословлял. Вы же читали все это, что я вам говорю-то? Вы же все пребываете в Иисусе, вы знаете, как относиться к начальнику. И ты приходишь и говоришь: здравствуйте, дорогой начальник, я вас благословляю во имя Иисуса, рад вас видеть сегодня живым и здоровым, веселым. Я за вас молился. Друзья, это отношение человека, который пребывает на лозе. Все остальное – это чушь собачья, которую люди придумывают. Утром помолился, зато потом ты едешь, например, за рулем, и ты ведешь себя как человек, который никогда не соприкасался со Словом Божьим. Мы сегодня с братьями ехали по односторонней улице, нам навстречу 2 машины, то одна, то вторая. И я думаю: Господи, как ни один, я остановил его, говорю: здесь односторонний. Он говорит: а ты что, мент, что ли? Тебе что, больше всех надо? Ну, еду я и еду. Я за то, чтобы ну ладно, я к этому вернусь. Друзья, пребывать в
Иисусе Христе, пребывать в Слове, пребывать на лозе, это делать то, что делала бы моя лоза. Относиться к этим людям так, как относился бы Иисус. Да, есть внутри меня эмоции, но, слава Богу, я, стиснув зубы, не говорю: козлина последняя, куда он прется. А очень сильно хотелось бы иногда. Знаете, что такое пребывать сегодня на Иисусе Христе? Это в каждой жизненной ситуации, обстоятельстве ты берешь Слово Божие, ты находишь, например, в поисковике, слава Богу за все технологии, которыми мы пользуемся сегодня. У нас электронная Библия, любое слово вбил, и тебе все места Писания, связанные с этим словом. К примеру, так как мы стали уже говорить про работу, про начальника, например, ты работаешь где-то, забей слово «работать». И ты увидишь, что Бог ожидает от нас, что мы будем работать как для Господа. Не как для начальника, который, знаете, пока смотрит на нас, мы что-то делаем. Как только не смотрит, пошел покурить. Как только не смотрит, сейчас не покурить, в инсту залез, пошел смотреть, что там в сторисах у друзей происходит. Потом начальник опять возвращается, ты опять делаешь вид, что ты работаешь. Нет, Писание говорит, это не пребывать в Иисусе Христе. Пребывать в Иисусе Христе, я знаю, что я должен работать как для Господа. То есть Бог смотрит за мной, наблюдает за мной, и я делаю это для Него, чтобы угодить Ему и чтобы сделать приятно Ему. Вот когда я говорю про такие вещи, мне вспоминается одна история, которую мне рассказывал один человек, он был на тот момент служитель Божий, там, пастор церкви, он говорит: Денис, однажды я поехал на заработки в Германию, он там работал на каких-то плантациях, и там у них платили почасовой. То есть вот ты получаешь не от количества того, что ты сделал, а от времени, которое ты работал. И там, говорит, немцы, которые со мной работали, они приходили туда, и они, не разгибаясь, работали все свои 8 часов. У них там был перерывчик на обед. А он говорит, а те, кто приехали вместе со мной, у них была такая темка: чай попить, побазарить, анекдоты рассказать, потом позвать друг друга пойти покурить, передохнуть, там, пот смахнуть. Потом они уходили на полчаса раньше на обед, возвращались через полчаса позже. И он говорит, это был наш образ жизни, но там был очень интересный начальник. Он говорит, он за нами следил, и его незримое око пребывало всегда, как будто бы всегда рядом с нами. И он, говорит, был такой хитрый мужичок. Когда он входил в то место, где вот они работали, он насвистывал какой-нибудь мотивчик специально. И издалека, говорит, было слышно, он идет. И все начинали работать усиленно, показывать вид, что он идет. Но он был хитрый дяденька. Он с утра насвистывал, а потом через полчаса он появлялся без всякого свиста. Потихонечку, полигонечку заходил и смотрел, кто что делает. И говорит, когда они платили нам, когда там, не знаю, они зарплату выплачивали, у некоторых людей была обрезана зарплата. Потому что это были те самые деньги, которые тот дяденька хитренький вычел из их зарплаты. Он на самом деле не хитренький. Он на самом деле просто правильный начальник. Он платил столько, сколько люди заработали. Он просто учил этих людей. И он с этими людьми, скажем так, на их языке разговаривал. Кто сколько заработал, тот столько и получил. Знаете, когда мы говорим вообще вот об этой теме, я хочу вдохновить вас, дорогие друзья. Когда вы читаете Слово Божие, читайте Слово Божие тематически. Читайте Слово Божие тематически. Хочешь выйти замуж, жениться? Найди слово, например, муж, жена. Посмотри, сколько ответственности. Посмотри, сколько всего Бог ожидает от тебя, как от жены. Если вдруг не передумаешь, ты хоть будешь понимать, за что тебе молиться. С каким сердцем или с каким отношением тебе выходить замуж или жениться? Многие мужчины, они странные, они думают, вот у них проблемы, к примеру, с похотью, у них проблемы там с борьбой, с такой блудливой. Они думают, вот там написано, есть такое место Писания, во избежание блуда каждый имеет свою жену. И многие люди думают, вот я сейчас вот этот вопросик решу таким образом с женой, сейчас какой-то там найду тетеньку, поженимся, у меня будет жена, у меня будут отношения, и у меня решится этот вопрос. На самом деле этот вопрос таким образом не решается.
Это вопрос внутри нашего сердца, это вопрос в наших мозгах. Это могут быть обиды точно так же. Это могут быть, знаете, может быть злой язык, который постоянно о ком-то что-то говорит. Это могут быть разного рода завистливые слова бесконечные. Просто тем, что ты, например, стал более богатым, ты завистью ничего не сделаешь. Зависть как была, так она и останется. Потому что всегда рядом с тобой есть более богатые люди. Всегда есть кому завидовать. Так вот, когда ты думаешь, что решение вопроса, оно лежит на поверхности, я тебе хочу сказать больше. Решение вопроса лежит в Слове Божьем. Когда, например, дело касается похоти, когда дело касается наших каких-то внутренних переживаний, гордости, бунта, зависти, обид и т.д. и т.п., там злых слов, которые мы говорим, это все лежит в желании нашем пребывать в Слове Божьем и наполнять себя Словом Божьим. То есть ты берешь Писание, открываешь свою проблему, к примеру, у меня проблема там с похотью, открываешь все, что с этим связано, похоть, блуд, нечистота, ты начинаешь эти места Писания читать, ты начинаешь этими местами Писания наполнять свой разум, какой-то страх Божий начинает приходить, потом ты от обратного, к примеру, начинаешь забивать в поисковик чистота, святость, это то, к чему нас Бог призывает, начинаешь об этом молиться, начинаешь к этому двигаться, таким образом ты вытесняешь из своей головы весь тот бред, в котором ты жил, всю ту нечистоту, которая тебя когда-то мучила. И вопрос решается пребыванием в Иисусе Христе. Друзья, пребывать в Иисусе Христе. Я, как Алина спрашивала сегодня, что нужно делать, чтобы пребывать в Иисусе Христе. Это не просто каждый день час молиться. Это дополнение. Но пребывать в Иисусе Христе прежде всего, если слова мои, Он говорит, вас пребудут. И вы пребудете в моих словах. Он не говорит там, молитесь час. Молиться час – это уже то, что вытекает оттуда. Там же написано сначала пребывать в Его словах. Сначала, чтобы Его слова внутри меня пребывали, а потом о чем-то просить. Согласитесь, здесь такой порядок вещей. Давайте станем сегодня церковью, которая чтит Слово Божие, ставит Слово Божие на первое место. И любая ситуация в твоей жизни, пусть она сегодня будет поставлена на рельсы Писания. Любая ситуация. Если ты муж, знай все, что Библия говорит о мужьях. Если у тебя есть дети, знай все, что Бог говорит о родителях, об отцах, о матерях. Если ты сегодня какой-то служитель, ты, например, служишь каким-то людям, выпиши все, что Писание говорит о служителях. Если сегодня у тебя вопросы есть, связанные с деньгами, это вообще огромная тема. Выпиши все, что Библия об этом говорит. Богатство, золото, благословение, деньги. Вот все эти синонимы, все, что связано с преуспеванием, выпиши это из Писания. Посмотри, чему учит Библия, посмотри, что говорит Слово Божие. И когда ты будешь в этом пребывать, и ты будешь о чем-то просить, ты будешь получать. И плоды придут и не замедлят. Слышите, друзья, о чем я говорю? Можешь махнуть головой. Слышу. Давайте станем церковью. Вот 23-й год. Мы начнем с того, что мы не просто раз в неделю открываем Писание. Мы не просто открываем Писание, потому что стих дня мне сегодня надо прочитать обязательно. Лайк поставить стиху дня. Это не потому, что я такой, знаете, прикольный тип, я фотостих создаю в YouVersion. И мне это по приколу. Я такой дизайнер библейский стал. Я там картиночку для какого-то особенного стиха. Давайте станем людьми, которые пребывают в Иисусе Христе, которые делают над собой усилия, чтобы Слово Божие проникало глубоко, чтобы Слово Божие меняло нашу сущность, меняло наши взгляды, меняло наши слова, наше отношение к каким-то вещам. Знаете, я, готовясь к этой проповеди, я вспомнил, конечно же, когда я вообще говорю о Слове Божьем, я вспоминаю этого человека, Джордж Мюллер. Это человек, который содержал огромное количество сирот в 19 веке, в конце 19-го, начале 20 века. Он был сам миссионер из Германии, служил в городе Бристоль в Англии. И этот человек никогда ни у кого не просил денег. Но был момент, когда количество его сирот перевалило через 1200 человек. И обо всех этих детях надо было каждый день заботиться. И он говорит, все, что я вижу, Бог благословляет, Бог обеспечивает, Бог невероятным образом приносит в мою жизнь финансовые, все необходимые там средства, все финансовые вопросы сам Бог закрывает. Его спрашивали, скажите, пожалуйста, вот какое-то золотое правило или какой-то главный ключик к успеху. Мы видим, как вы преуспеваете в деле Господнем. И он сказал,
Начало моего успеха лежит в том, что я ответственен сделать свою душу счастливой в Боге. И я могу это сделать только через пребывание в Слове Божьем. Друзья, давайте, церковь поклонения, мы сделаем свою душу, начиная с понедельника завтрашнего, с утра понедельника, мы сделаем свою душу счастливой в Боге, наполняя себя Словом Божьим, наполняя себя какими-то местами Писаниями, обещаниями Божьими, какими-то словами, которые Бог говорит о тебе. Наполняй этим свою душу, наполняй этим свое существо, чтобы ты был самый счастливый человек во Христе. Все остальное будет приходить. Когда я пребываю на лозе, мне ничего не надо делать. Плод сам будет приходить. Знаете, когда мы говорим про плод, люди многие, они путаются с этими плодами. Они не знают, что такое плод библейский, какой плод Богу нравится, какой плод Богу не нравится. Я тебе просто могу сказать, если ты хочешь или ты задаешься вопросом, какие плоды я приношу и вообще о каких плодах здесь идет речь. Я хочу, чтобы ты задался вопросом здесь, вот в этом месте Писания, кто этими плодами пользуется? Вот здесь кто собирает плоды? Виноградарь. То есть это то, что нужно ему, согласитесь? То, что радует его, и то, что ты отдаешь ему. Потому что многие люди, они путают какой-то свой человеческий успех с плодами, которые они могут принести для Бога. Я объясню. Я, например, встречал таких людей, которые мне говорили: что ты меня учишь, как жить надо? Вон, посмотри на мои плоды. У меня там дом, сколько-то там этажей. У меня там даже бассейн есть с подогревом в этом доме. У меня там даже там еще что-то, конюшня в этом доме есть. У меня, смотри, какая машина там серебристая стоит. И знаете, этот человек, он говорит, вот мои плоды, если у тебя будут такие плоды, будешь мне что-то там объяснять и учить, как жить надо. Но каждый раз, когда я встречаюсь с такими чудаковатыми людьми, у меня вопрос: а для кого эти плоды? Пользуется ли Бог этим? 3 этажа, и там каждое утро у тебя в этом аквапарке в твоем купаются дети Божьи, там, или сироты из детского дома, ты их туда завозишь, они там у тебя время проводят, потом ты их кормишь и благовествуешь им, чтобы их души спаслись. Такой у тебя дом? Сомневаюсь. Лексус там гигантский, на котором ты ездишь, и тебе говорят: брат, вот у нас бабушка в церковь пришла, сегодня морозы, минус 7 градусов, не знаем, как она обратно до дома доберется. Может быть, поможешь? Нет, мне с ней не по пути. Для кого эти плоды? Это чушь собачья, это те вещи, которые для Бога вообще, они никак не служат, поэтому они не могут быть плодами. Плоды – это то, что принесено или сделано, создано в моей жизни для Бога. Это то, что я приношу для Бога. Это то, что в моей жизни принадлежит Богу. К примеру, ты 3 свою получил, молился 14 лет, получил свою 3, и ты распахнул двери и говоришь: ребят, кто не знает из домашней группы, где начать домашнюю группу? Вот, у меня 3 есть. Юнусалиева, 126, там, квартира 12, приходите. Сейчас чей-то адрес, наверное, назвал. Это, братья, это пророческое слово, поверьте. Это я так сейчас, то, что первое в голову пришло. Лучше 8 микрорайон, да, нам испытывать, там больше ребят живет. В 31Б или 10 микрорайон, дом 4. Знаете, есть куча вещей в нашей жизни, которые мы можем принести для Бога. Есть куча действий в нашей жизни, которые мы можем принести для Бога. Некоторые говорят: ну вот я хороший семьянин, это мои плоды. А в чем это проявляется? Какая польза от этого для Бога? А? Какая польза для Бога? Это может быть хороший плод. На самом деле это даже не плод, это инструмент, которым ты можешь пользоваться. Когда ты другим благовествуешь, когда ты другим служишь, люди смотрят на тебя и думают: ого, хочу, чтобы моя будущая семья была такая же, как у него. Это инструмент, это не плод. Не путайте, друзья, не плутайте инструменты, которые нам дает Бог, с плодами, которые мы можем приносить для Царства Божьего. Плоды – это люди, на которых мы повлияли. Плоды – это все те жертвы, которые мы принесли, которыми сегодня пользуется Царство Божие. Я, например, ни грамма не жалею, что на протяжении многих лет я вкладывался в какие-то здания своими деньгами. Знаете почему?
Потому что сегодня в этих зданиях сидят дети Божии, улыбаются, их камеры снимают, там по утрам у них собрания проходят, можете даже их в Ютубе найти, этих ребят. Они счастливые, они находятся в том месте, которое является и моим плодом в том числе. Ссылку скину, но это не точно. Не, говорят, не надо, не скидывай. Есть некоторые, знаете, есть некоторые вещи, которые мы делали на протяжении лет. И сегодня мы приезжаем в какие-то города, смотрим, там есть люди, которые у нас, в нашем собрании, в нашей домашней группе, в каком-то нашем служении покаялись, крестились, получили там возрождение, получили крещение Святым Духом. Мы из них бесов выгнали, они исцелились. Сегодня эти люди, может быть, с нами не общаются. Ничего страшного. Вообще. In the name of Jesus, be free. В свободе живи. Мы не претендуем на этих людей. Но мы делали вклад. Это определенный плод, который мы сегодня знаем. Он существует на этой земле. Я хочу сказать тем друзьям моим драгоценным, у которых, может быть, небольшие церкви сегодня, но на протяжении многих лет вы служили разным людям, может быть, в малых городах, и оттуда все люди разъехались сегодня в Россию, в Америку, в Канаду. Это все те люди, на которых вы влияли, и это те люди, которые являются в том числе плодом вашего пребывания на Иисусе Христе. Слышите, друзья, это все просто. Это все просто, да же, Алина? Давайте еще одно место Писания. У нас сегодня чуть-чуть подлиннее проповедь получается. Первое послание Иоанна. Сегодня мы с апостолом Иоанном дружим. Первое послание Иоанна, 2 глава. Мы можем быть уверены, что знаем Его, если соблюдаем Его повеления. Если кто-то говорит, я знаю Его, но не соблюдает Его повелений, тот лжец, и истины в нем нет. Если человек послушен Его Слову, тогда любовь Божия действительно достигла в нем своей полноты. Это и показывает, что мы пребываем в нем. Как мы пребываем в нем? Можете мне ответить на основании этого Писания? Если человек послушен Его Слову. Я еще раз могу вам сказать, друзья, пребывать в Иисусе – это знать Его Слово, изучать Его Слово и потом, соответственно, Слову поступать. И Иисус будет свидетельствовать о нас, что мы пребываем в Нем. Кто говорит, что Он в Нем, тот должен и жить так, как жил Он. Там у нас дальше есть место Писания. Кто заявляет, что живет во свете, но ненавидит своего брата, тот еще во тьме. Но кто любит своего брата, тот живет во свете, и в нем нет уже ничего, что ведет ко греху. И интересно, 11 стих, кто ненавидит своего брата, тот находится во тьме, и во тьме ходит, не зная, куда идет, потому что тьма ослепила его. Если я сегодня ненавижу своего брата, Библия говорит, я не в Иисусе пребываю. Я сегодня, да, я, может быть, веточка все еще, но я отклеиваюсь от Иисуса, я отщепляюсь от лозы, я делаю сам над собой усилия, чтобы оторваться от лозы. Если я ненавижу брата своего. Друзья, я хочу вас спросить, что значит любить своего брата? Ой, ты такой милый, такой холесенький, всего бы обнял, такой вот так рад, что ты сегодня здесь у нас собрание. Это руку поцеловать, обняться, в щеки поцеловать. Многие люди думают, что это любовь. Знаете, сколько я видел религиозных деятелей, которые говорят, ой, слава Богу, ты пришел, а сам внутри думают, откуда ты, козлина, взялся? Откуда ты это знаешь? Хороший вопрос. Ну, я, может быть, тоже такой был иногда. Был. Здесь ключевое слово «был». Знаете, что такое любить брата своего? Вот у нас 200 человек в собрании сидит. Согласитесь, всех этих людей я любить не могу. Ну вот просто я могу любить там своего ребенка. Потому что я ее давно знаю, там 26 лет я ее знаю. Я видел, как она маленькая была, рождалась, я ее там целовал, она моя. Ну, опустим. А тебя я вообще вижу 3 дня там всего лишь. Как можно любить таких разных людей? А я вам отвечу как. Есть Божья любовь. Божья любовь – это когда ты… Покажи нам, пожалуйста, Евангелие от Матфея. Божья любовь – это когда ты к человеку относишься как к самому себе.
Здесь написано так: во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они с вами поступали. Что такое Божья любовь? Когда я смотрю на человека, может быть, он мне чисто физически не особо сильно нравится, мне другой типаж людей нравится. Может быть, мы там с ним по-разному, я не знаю, видим какие-то вещи, по-разному пахнем, на разных машинах приехали. И это не то, что должно нас разделять. Когда мы смотрим друг на друга и имеем какое-то отношение друг к другу, у нас должно быть отношение к этому человеку, как я хотел бы, чтобы ко мне относились. Хочешь, чтобы над тобой постоянно издевались, тебя троллили, чморили каким-то образом? Go away. Go ahead. Можешь же, да, когда хочешь? Друзья, есть, знаете, есть понятие Божьей любви, есть понятие вот этой человеческой любви, которую послание Иакова вообще сравнивает с бесовской любовью. Это не наш путь, вот эти эмоциональные вещи, когда я там вижу какого-то человека и на эмоциях поступаю. Наш путь, когда я смотрю на человека, и может быть какие-то вещи, я понимаю, что мне не нравятся в этом человеке, но я отношусь к нему как к себе самому. Я не хочу, чтобы меня злословили, поэтому я держу свой язык, свой рот закрытым. Я не злословлю этого человека. Я, может быть, например, понимаю, что этот человек в чем-то не прав, но я не прихожу и не луплю его палкой, не говорю: козлина последняя, как ты мог вообще? Потому что я не отношусь к нему как к самому себе, я хочу к себе другого отношения. Хочу, чтобы ты сейчас посмотрел на каких-то людей рядом с тобой сидящих. Скажи: сестра и брат, я выбираю к тебе относиться как к себе самому. Я хочу говорить с тобой, как я хотел бы, чтобы со мной разговаривали. Я хочу быть с тобой честен, как я хотел бы, чтобы со мной были честны. Знаете, когда мы говорим о пребывать в Иисусе Христе, это вот как раз-таки пребывать в Божьей любви. Пребывать в Божьей любви – это любить Бога. Это любить Бога. А любовь Божья, она умещается в 4 заповеди. Это первые 4 заповеди из 10. Не делать кумира, не делать никакого изображения, чтить единого Бога, не делать себе никаких других богов. И 4 это почитать день субботний. Сейчас. Говорить, точно, говорить, там сколько получается? 4, да? 4 штуки. 4. И говорить имя Господа понапрасну, и день субботний почитать. Это все, знаете, это все любить Бога. Когда ты смотришь, человек говорит: я пребываю в Боге, а, например, воскресный день, 7-й день, неделю, он не посвящает Царю Небесному. Как я уже говорил, это люди, которые занимаются всем в воскресный день, кроме правильных вещей. Они делают все в воскресенье, стирают, пишут там, я не знаю, послания своим подчиненным, лайкают все инста-страницы, которые у них есть в подписках. Они делают все, кроме правильных вещей. Про таких людей сложно сказать, что он пребывает в Боге. Когда мы говорим, например, о пребывании в Боге, это то, что связано с нашими братьями рядом находящимися. Это как раз-таки оставшиеся 6. Спасибо. Оставшиеся 6 заповедей. Это когда ты, например, не украдешь у этого человека. Ты не будешь этому человеку завидовать. Ты не будешь этого человека злословить. Ты не будешь прелюбодействовать с чужой женщиной, изменяя своей жене. Родителей будешь почитать, потому что это что же брат родители? Брат-отец. Друзья, это все пребывать в Иисусе Христе. Знаете, вот мы начинаем очень с такого обильного слова, мы начинаем наш год очень насыщенными проповедями. Я хочу, чтобы мы понимали, это база, это начало наших свершений, это начало наших чудес. Я пребываю сегодня в Иисусе, я правильно отношусь к Богу, я правильно отношусь к брату рядом находящемуся. Таким образом, я пребываю в Слове Божьем. Я делаю над собой усилия, потуги. Моя плоть не хочет заниматься Писанием, моя плоть не хочет поститься. Моя плоть не желает прощать, моя плоть кучу всего не желает делать правильного Божьего, что называется пребывать в Иисусе. Но я делаю над собой усилия. Все, что нужно ветке сделать, это усилия над собой сделать, чтобы пребывать на лозе. А лоза сделает все остальное.
Лоза наполнит жизнью, лоза наполнит помазанием, лоза принесет откровение. Бог обязательно тебе скажет, куда тебе идти, что тебе делать, что тебе говорить, как себя вести в каких-то определенных ситуациях. И потом в один определенный момент раз, и ты увидишь чудо. И ты увидишь совершение тех молитв, которыми ты когда-то молился.